Здравствуйте, дорогие друзья! Я с особым чувством выступаю по этому вопросу, потому что для меня Ингушетия – это место родное, место, в котором почти 10 лет мы вели семинары для наших ингушских и чеченских коллег. И я застала то самое время, конец 90-х, начало 2000-х, когда мои друзья ингуши, милейшие, интеллигентнейшие люди, дали приют моим друзьям, чеченцам. И мы с Аней Политковской посещали много лагеря беженцев и другие места, где были наши чеченские друзья в изгнании. И у них была сложнейшая ситуация. И я подумала о том, как два войнавских народа хорошо, дружно, по-человечески живут и помогают друг другу. Это было одно из лучших моих впечатлений тех лет. Ну и проводили мы раз в несколько месяцев семинары для того, чтобы как раз в это время пришла Европейская конвенция в России, и с помощью дел, поданных в Европейский суд, это были первые дела мемориала, нашей организации, МХГ, и с помощью этих дел во многом мы останавливали произвол, а во многом не останавливали его, потому что малым количеством дел, проведенных по этим тяжелым делам, по этим тяжелым вопросам, кровавым вопросам, конечно, было не решить всех проблем. Но понимание того, что есть Европейская конвенция, есть Европейский суд, есть российское членство в Совете Европы и есть обязательства, вытекающие из этого членства, из этой конвенции и из обязательности решений Европейского суда, нам очень помогало. И во всех сложных ситуациях мы ссылались на Российскую Конституцию, на Европейскую конвенцию, и власти нас слышали. Я это очень хорошо помню. Со временем это стало, спасибо, со временем это стало менее действенным оружием, потому что представители властей начали чувствовать, что центральная российская власть каким-то образом подвергает сомнению необходимость выполнения наших обязательств. Но Конституция в части статьи 15, части 4 Российской Конституции подчеркивает, что обязательность решения Европейского суда существовала, существует и будет существовать до тех пор, пока Россия не совершит такого шага, как денонсация соглашений и выход из Совета Европы. Я надеюсь, что этого не произойдет. Калой правильно сказал, что очень много здесь замешано на политических вопросах. Но я попробую сегодня в своем кратком выступлении, собственно, мое вступление заняло 2-3 минуты, и теперь у меня осталось всего 5 минут. Я попробую обосновать, почему мы, юристы, да и все население Ингушетии должны стоять на чисто правовых позициях, помня, конечно, что политическая проблема здесь очевидна. Дело в том, что власти очень трудно, с трудом могут возражать на наши доводы чисто правового свойства. Это всегда им было трудно, а для нас, для Центра международной защиты и наша московская организация, наша страсбургская организация, которую я сейчас тоже представляю, мы, конечно, всегда требовали переход на язык права, потому что здесь мы сильнее, здесь мы можем что-то обосновать, доказать. И когда ко мне и Хава, и Калой обратились и ко мне, и к Ане Ставицкой, и другим нашим адвокатам, мы поняли, что к Вере Гончаровой, мы поняли, что больше всего мы можем опираться на
правовую составляющую этого дела. И мы прежде всего призвали себе в помощь Европейскую конвенцию. Мы уже с Калоем и другими адвокатами составили проект. Этот проект был завершен нашими заявителями. 4 заявителей подали жалобу в Европейский суд, которая имеет своим предметом очень простую тему. Решение о спорных территориях, сегодня спорных, они не были, как мы знаем, до сих пор спорными территориями. Так вот, решение о спорных территориях было принято неправильно. Надеюсь, что нам удастся это доказать. И тогда все возражения граждан Ингушетии, все протестные, мирные, подчеркиваю, мирные протестные акции, они все были легитимны, и они все были в рамках закона. И в рамках Российской Конституции тоже. Поэтому, что я хочу подчеркнуть, нам надо пойти комплексно в Европейский суд. Одна жалоба касается неправильно принятого решения. Решения, принятого с нарушением действующего законодательства. И мы в этом убеждены. И мы убеждены, что это затрагивает вопросы, гарантированные 8 статьей Европейской конвенции «Защита права на частную семейную жизнь». Я не буду говорить те вещи, которые вы хорошо знаете, о том, что эти территории содержат и объединяют такие родовые башни, которые дороги каждому ингушскому сердцу, и что это затрагивает право на частную и право на семейную жизнь. И, конечно, мы будем бороться в этом направлении, бороться мирными юридическими способами. Но также мы должны защитить и тех людей, которые в мирном протесте выразили свое мнение, сделали это в полном соответствии с Российской Конституцией, с российскими обязательствами по Российской Конституции же перед перед Советом Европы, Европейским судом. И мы ссылаемся на Европейскую конвенцию, которая, конечно же, должна защитить наших с вами сограждан. Это дело очень болезненное, но я повторяю, если мы успешно будем заниматься этим с юридической точки зрения, то рано или поздно мы, конечно, должны доказать свою правоту. И мы обязательно должны защищать тех людей, они наши герои, те, кто от нас всех выразил это мнение, вышел на мирные протестные митинги и пытались доказать свои взгляды и свои воззрения с помощью законных способов, и поэтому мы убеждены, что они абсолютно незаконно лишены свободы. Вот мы должны их всех поддержать и подготовить уже сейчас жалобы в отношении их содержания под стражей. Я считаю, что оно нарушает требования статьи 5 Европейской конвенции. И также наблюдать за этим процессом, чтобы он происходил с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства. И если это будет не так, и если суды примут решения, с которыми будет трудно согласиться, мы попробуем работать со статьей 6 Европейской конвенции, которая защищает право на справедливый суд, право на справедливое судебное разбирательство. И я желаю всем неспокойным людям, желаю всем победы в этом, нашим подзащитным, нашим доверителям желаю скорого освобождения. Спасибо всем, кто неравнодушен к этому. Спасибо всем, кто сейчас с нами и физически, и мысленно. Я вот, видимо, этот месяц буду еще работать в Страсбурге. Сейчас вот у моих детей выходные, каникулы. Я сейчас вообще забрела случайно в Италию. Я вам всем от солнышка итальянского, от римских святынь шлю всех привет. И очень надеюсь, что в Страсбурге наше дело будет услышано, и что наши друзья
в скором времени будут на свободе. Я в этом убеждена. Без этого убеждения очень трудно работать. Но будем работать мирно, юридическими способами. Спасибо, что вы меня подсоединили. Вот я завтра возвращаюсь и буду все время на связи. И дорогой Калой, дорогая Хава, и все друзья, пожалуйста, все, Елена, все будем бороться за нашу правду.